привет! Мы Привет. сейчас вместе с Натальей Павловой, она же Минога. Была когда-то. Вот, и Наташа тоже переехала несколько лет назад в Москву. 3 с хвостиком. Мы рядом с ее домом, у пруда умалишенных. Да, пруд для умалишенных. Да, ну это ты назвала. Это я назвала. На самом деле он называется пруд Бекет. А почему умалишенных? Потому что здесь Кащенко знаменитая, да? Да, здесь раньше была территория больницы Кащенко, а потом пруд этот стал муниципальным. Но больница по-прежнему вон там. Рыба есть? Нету. Нету? Нету? А зачем? Вот тогда не надо снимать. Ну хорошо. Так, расскажи, чего ты добилась, чем ты можешь гордиться за 3,5 года своего же пребывания в Москве? Ну, много. Я не знаю, это связано с Москвой или не с Москвой. Это обычное течение жизни. Я работаю, купила квартиру, вышла замуж. Блин, ну это же мечта на самом деле. Крутая работа, вышла замуж, встретила свою любовь. Да. И все это Москва или как? Скорее всего, да. Потому что шансов, что я сделала бы все это в Якутске, ну, они были. И, в принципе, я и там на хорошей работе работала. Но все же Москва лучше, да. В плане перспектив. В плане ассортимента женихов. Да. И каких-то интересностей, которыми ты можешь наполнить свою жизнь. Ну, даже не интересности, потому что в Якутске тоже очень интересно, весело, клево. Но, например, там нет таких парков. Я не могу выйти из дома в Якутске и пойти прогуляться по парку с уточками. Либо у меня вот, например, под окном цветет сирень. О, блин. Да. И каждую весну там духи-духи. Блин, я тоже именно по этому факту я схожу с ума, я обожаю Москву за зелень. Все же говорят, есть такой стереотип, что Москва очень грязный город. Нет, она очень зеленая. Это неправда. У дома Антона, ну, мужа моего, мы в разных домах живем. Так, минуточку. Это не фиктивный брак, да? Нет. У него рядом Дальцовские пруды. Тоже очень крутое место. Тоже вечером выходишь и гуляешь. Основной плюс Москвы, то, что это можно сделать. В Якутске нет, там пыль. Вот что тебя поразило в Москве, как сразу после переезда? В чем самое главное отличие, если сравнивать наш родной город Якутск? Это от жизни? автомобильные развязки. Это же до чего дошел гений человеческого духа, что можно было такое сделать. Это ж круто вообще. Да, это восторг, естественно. Так, а вот что вот неприятно поразило, удивило? Неприятно поразило количество фриков. Сумасшедших, так как она живет около Кащенко. Да нет, неадекватных людей и то, что москвичи, ну, они очень-очень много говорят. Это мне не нравится. Я устаю, когда люди произносят огромное количество слов, а смысл вот такой. Так, давай немножко вернемся к твоей работе. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Что за работа? Я работаю... Трудно сказать сейчас уже, чем я занимаюсь. Я работаю директором у Яны Расковаловой. Это классная такая женщина, которая, ну, в первую очередь у нас ювелирка. Ну, если коротко, она подруга Ксении Собчак и выпускает украшения. Все. Ну да, раньше это была только ювелирка, но сейчас у нас ассортимент расширился. У нас теперь платья, ароматы, сумки и прочее. То есть все под брендом Я. Расскажи вот про тот период, когда ты искала только работу. О, это была жесть. Я сходила на около 100 собеседований где-то. И мне все прямым текстом говорили, что я работу буду искать очень долго, потому что у меня не самая традиционная профессия и не самая традиционная должность. Прежде чем найти достойную работу, сходить на 100 собеседований в Москве. Да. Блин, это трэш. Это сколько по времени ты не работала? Месяцев 8 где-то. Это было жестоко. Я выживала только за счет практичности и страховой подушки, которая была накоплена в период предыдущей работы. Но я никому теперь не советую так поступать.
нужно сначала найти работу, а потом увольняться. Можно сказать, что вот Москва слезам не верит? Это да, она жестокая в этом плане, но мне нравится, потому что мы же не в сказке живем. Да. Ну, давай немножко вот поподробнее про этот период. И как раз для тех людей, которые только подумывают переезжать, что это действительно сложно. Вот не так все шоколадно, как многие думают. Например, я показываю только хорошие радостные моменты из нашей совместной с Петиной жизни, но у нас тоже были такие трудные моменты, трудности, да, сразу после переезда. Вот, и Наташа, немножко больше рассказать? Ну, я могу сразу сказать, никогда не поступайте, как сделала я. Потому что 8 месяцев выживания — это действительно тяжело. Не надо вот переезжать в Москву, покупать квартиру, а потом увольняться. И оставаться с ипотекой, которая, ну, большие деньги съедает. Но в любом случае надо быть упорным. Если ты знаешь, чувствуешь, что тебе это нужно, и тебе хочется это сделать, давайте, вперед, только не так, как я. Ты себя чувствуешь москвичкой? Почему нет, да. Как бы у меня есть конституция и прописка. То есть я могу идти голосовать, разговариваю еще с ЖЭКами со своими, там, насчет благоустройства своего двора. Хочу, кстати, в следующем году там посадить цветы. Чувствую, да, чувствую. У тебя появился свой стоматолог? А вот, кстати, нашла контакт, наконец-то. Вот, кстати, основной минус больших переездов, когда ты так срываешься, куда ты едешь, это не в том, что ты расстаешься с друзьями, с родителями, потому что, в принципе, у вас связь с ними есть всегда, а то, что ты резко теряешь все остальные социальные контакты, такие как, например, стоматолог, гинеколог, парикмахер. Это ужасно их заново потом заводить, потому что, особенно в Москве, когда ничего не понятно, к кому идти, что делать. Да, куча мошенников. Да. Даже не то, что мошенников, а просто непрофессионалов. Да. А деньги все требуют одинаковые. И пойди найди, например, хорошего стоматолога. Я один раз пошла на чистку зубов, мне сказали 8 тысяч. Я думаю, как же меня там почистят-то? Обычная чистка. И вот я сейчас, кстати, вот нашла стоматолога. Пойду через неделю. Отлично. С тебя контакт. Я очень сильно боялась российских контактов, когда приезжала. Были ли у тебя случаи? Расистских нет, но просто хулиганских, да. У меня вот около дома года 2 назад напали. Наркоман какой-то. На тебя? На меня. Я вывернулась и убежала. После этого мне Антон дал газовые баллончики. Я его должна как бы с собой постоянно носить, но я периодически забываю. Но сейчас пора, потому что вечером, поздно, зимой действительно страшновато иногда проходить, особенно по моему переходу. И как-то еще в метро тоже двое каких-то гопников пытались на меня наехать, но я сделала вид, что я японка и не говорю по-русски. Они именно увидели, что ты азиатская народность? Да. А ой, узкоглазая, типа. И так меня за шею... Я русский язык забыла. В такие моменты я перехожу на японский. И они взяли меня за плечо, я разворачиваюсь и говорю: Hi guys! I don't need... Как там было-то? Я не могу найти станцию Таганская. Where is Таганская? И они такие: о, так опешили. Ладно, и даже проводили меня до Таганской. Вот она, блин, непредсказуемая Москва. Даже гопники, расисты могут оказаться вполне галантными, да. Ну, надо с юмором к этому относиться, потому что это может быть в любом городе. А так как Москва очень большая, то и концентрация идиотов, моральных уродов тоже гораздо больше, чем везде. Вот, кстати, очень сильно удивляются москвичи, когда слышат, что мы с Петей говорим на русском между собой. Вообще дико просто. Ну, в последнее время у меня вот так все проходит. Я уже перестала замечать, что на меня пялятся. Да потому что никто не пялится. Нет, пялятся, просто... Пялятся, но не в таком... Это уже становится как белый шум, уже не воспринимаешь. Слишком много народу, если на каждого реагирует. У меня, кстати, муж начинает дико ржать, когда я говорю на якутском по телефону с мамой. Я не могу разговаривать с родителями ни на каком языке, кроме якутского. Меня сразу в голове переклинивает. И он постоянно ржет и говорит: ты почему разговариваешь так, как будто духов вызываешь? Что это? Что это за проклятие? На минуточку, у Наташи коренной москвич, естественно, русской национальности.
Да, и он сам ржет, что я-то хотел жениться на Марусе с золотой косой. Где это все? Что за узкоглазая тут сидит? Вот она, судьба. Да, вот так вот. Любовь зла. Когда ты последний раз встречалась с друзьями? Это, к слову, к тому, что Москва, она настолько засасывает, что встречи с друзьями такими редкими становятся настоящим событием. Встречались мы неделю назад, потому что из Якутска приехал Егорка. Да, есть такое, что не успеваешь иногда со всеми встречаться, потому что то далеко живешь, то какие-то причины другие находятся, кто-то поздно заканчивает, не успевает. В общем, То есть, полным составом собираться нужны какие-то большие мероприятия, события, наверное. как твоя свадьба, например. Да. Сколько? Две недели назад? Три недели назад да. была свадьба Наташи. И да, не видишься с людьми, бывает. И у тебя просто нет сил. Ты за день выматываешься настолько в плане того, что ты видишь кучу людей в метро, на улице, на работе, и у тебя происходит какая-то эмоциональная усталость. Именно поэтому я очень часто, раз в месяц точно, устраиваю день невидимой Наташи. Дома я сижу, никого не вижу, ничего не хочу, валяюсь на диване и просто смотрю фильм. А еще меня напрягает этот шум везде. Да. Вот благо есть парки, где можно в тишине посидеть, но в основном это такой какой-то нереальный шум, особенно в метро, около дороги. Мне так жалко людей, которые живут у самой-самой дороги, на больших этих шоссе, проспектах. Вот здесь недалеко третья транспортная, и там есть дом, который вот так вплотную к нему примыкает. Думаю, ну блин, это же ужасно. Как можно так жить? Постоянно этот шум. Да, у меня еще рядом дом железная дорога. Жалеет она людей, сама при том. Да нет, я первым делом сразу вставила нормальные стеклопакеты в окна, и когда они закрыты, ничего не слышно. А у тебя появились любимые места? Да, Свои. волей судеб я опять живу у кладбища. Вон психбольница, а вот там кладбище. Но я люблю ходить на этот, как его там, Даниловский монастырь. Там это очень-очень старое дворянское кладбище. Там, кстати, похоронены многие российские деятели известные. По-моему, Грибоедов там лежит. Всякие дяди Пушкина, тети Достоевского и прочие. Там еще очень красивый сквер. Мне там нравится сидеть. Там стоят горельефы, которые сняли с храма Христа Спасителя, когда его взрывали еще во время революции, да, коммунисты. И они там очень красиво так на стенах стоят. И основное, вот, почему я туда хожу, потому что там тихо. Ты сидишь в центре Москвы, и вокруг все очень-очень-очень тихо, все зеленое. Класс. Можно туда книжку почитать. Я не увлекаюсь, на самом деле, кладбищами. В общем, москвичи ценят тишину. Да. Это очень много значит. Ну и напоследок лайфхак жизни в Москве. Надо заранее все планировать. И если я и раньше любила это делать, то здесь это нужно делать очень скрупулезно. За 2 недели, за неделю. И самый главный лайфхак — это то, что у тебя дома есть Wi-Fi. Интернет — это наше все. Я даже с мужем через него познакомилась. Вот. В Москве все нужно делать, во-первых, по плану, и, во-вторых, заранее по интернету узнать, что, где, как, почему, и еще не лишне позвонить. Тогда у тебя будет время на все. Хватит его. Вот при всем разнообразии ресторанов, кафе, не знаю, кинотеатров, здесь очень часто бывает так, что ты приходишь, а мест нет. Да. Вот, Либо оно закрыто, потому что был кризис, и нечаянно они закрылись, а страничка висит, поэтому нужно звонить. Бывает и такое. Да. Ребят, всем пока. Спасибо, что посмотрели это супер длинное видео, это супер длинное интервью с Наташей Павловой. В следующих видео я постараюсь еще показать немножко жизни наших земляков в Москве. Ну и все, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!